Бисмиллахи рахмани рахим. Ну что я могу сказать по поводу вот этих публикаций, которые появились в ряде СМИ федеральных. Очень нехорошие публикации, там наговор, сплошная ложь. Это не соответствует действительности, то, что там описывает, что мы пришли в мечеть, мы кого-то выкинули, это неправда, это к нам пришли в мечеть, это нас пытались спровоцировать, это нас в мечети пытались побить, выкинуть меня с моими прихожанами, мы 8 лет там читаем проповеди, это все неправда. Потом разогнали какой-то суфийский зикр, он у нас всегда был в этой мечети, суфийский зикр, никто его не разгонял, это тоже наговор, это ложь, это провокация. И второе, что вы спросили меня, власть почему не реагирует. Реагирует ли власть на эти провокации? Никак не реагирует, я вам отвечаю, абсолютно никак. Власть просто умалчивает, вообще никаких реакций не было. Вот. Почему они это делают, почему они не реагируют, я просто могу назвать две причины. Это то, что я думаю, это мое мнение. Это значит, или здесь наши чиновники, местная власть, или заказывают эти статьи, или же просто им выгодно, когда раскачивается вот так вот ситуация в Ингушетии, это значит кому-то выгодно. Или заказ, или значит им выгодно, что на меня наговаривают, на людей здесь наговаривают, что это раскачивается. И, видимо, от этого какие-то пользы имеют. Вот. Почему власть не реагирует? Я просто хотел бы добавить еще немножко. А почему власть реагирует, когда на них наговаривают? Я же помню, когда наша ингушская общественность, общественные деятели проводили конгресс ингушского народа в Москве, почему власть так рьяно реагировала? Почему не ходили по домам? Почему не выявляли людей, те, которые участвовали в этом конгрессе? Почему привлекали, даже вплоть до того, что привлекали некоторых к уголовной ответственности, они их выставляли на общее обозрение, они их критиковали, они заставляли некоторых отказываться от своих слов. Было же такое, потому что власть себя любит очень сильно. А вот когда власть себя сильно любит, а людей не замечает, людей начинает игнорировать и просто считать их быдлом, то власть и люди не могут иметь какую-то связь, и это очень огорчительно, это очень плохо. Вспомним другой случай, когда войнавская диаспора обращалась к главе республики Евкурову, что меня притесняют, Чумакова Хамзата притесняют, что меня хотят уголовное дело на меня завести, было такое. И они быстро собрали круглый стол, собрали общественность, собрали Совет Безопасности, пригласили представителей, пригласили религиозных деятелей, быстро отреагировали и очень быстро ответили, потому что это имиджи власти касается, это их затрагивает. Они сказали, что нету такого, что такого быть не может, что мы никого не притесняли, что мы все делаем как положено. То есть здесь полная демократия, кто как хочет, может выступить, высказать свое мнение. Вот. Вот так вот они себя любят, они всегда заставят любого опровергнуть любую ложь, которую они считают ложью, хотя это не ложь. Вот такое вот недоверие молодежи оттуда идет и к власти, потому что их притесняют, с их мнением никто не слушается, никто не считается. И вот посмотрите, 5000-ную общину оставили на произвол судьбы. Почему? Почему, когда наговаривают СМИ на 5000-ную, а аудиторию, которая ходит на Сыркотскую мечеть, а еще больше, в 5-10 раз за пределами республики слушают наши проповеди. Почему вот эту 5000-ную аудиторию, вот эту общину мусульманскую оставили на произвол судьбы? Когда на них наговариваются в этих федеральных СМИ, какие-то чиновники выступают, какие-то иски подают следственные комитеты, и власть абсолютно бездействует. И какое отношение может быть к такой власти? Ее разве можно такую власть любить? А? Нет, конечно. Поэтому у нас не получается диалог и с молодежью. А молодежь все это видит, вот этот беспредел. А именно с религиозной молодежью у нас не получается у власти диалог. Почему? Потому что они их не любят. Почему не любят? Религиозную молодежь, потому что они на правильном пути, они беспредел не терпят. Вот поэтому они хотят высказываться.
если где-то какие-то нарушения. А эту молодежь нам нужно сохранить, потому что это есть надежная опора, вот эта молодежь, именно духовная, религиозная молодежь. Ее нужно сохранить, ее нужно беречь. С ней надо, с этой молодежью, разговаривать постоянно и диалоги поддерживать с этой молодежью. Недовольство к власти растет, конечно растет, и дальше еще хуже будет. А потом у нас еще кризис по всей России. Люди у нас вообще, кавказцы, а в особенности ингуши, они готовы терпеть любой кризис, любой голод. Они это очень хорошо переносят. Люди уже до того дошли, что они с любым кризисом могут справиться, не обращать внимания на любое падение экономическое. Но они уже до того дошли, что им кризис не страшно, холод, голод, ничего не страшно. Они говорят: оставьте нас в покое, не убивайте наших детей, не оскорбляйте наши чувства, чувства верующих, не делите нас на какие-то группы, не наговаривайте на нас, не говорите, что мы какие-то ваххабиты, что у нас есть какой-то анклав. Оставляйте людей в покое, пусть они молятся как хотят, пусть они делают свои обряды религиозные так, как они хотят. Вот такой вот беспредел, который творится. И сегодня как можно не обращать внимания на такой беспредел? Просто на пустом месте делают какие-то проблемы, привлекают каких-то журналистов, привлекают каких-то общественных деятелей, и они трубят, им-то делать нечего. Заплати, они сейчас, любая газета будет что угодно говорить, что угодно, клеветать на эту молодежь кавказскую. Вот. И поэтому, покуда ингушская власть и вообще кавказские власти будут вот таким беспределом заниматься, то они никогда в жизни не могут найти общий язык с молодежью, и поэтому эта молодежь будет оторвана от них, и она будет куда угодно убегать, куда угодно уходить, и у нас никогда в жизни не сохранится нормальный Кавказ в составе Российской Федерации. Никогда в жизни не будет на Кавказе стабильности, потому что вот эти вот люди, которые здесь считают себя князьями, которые управляют, вот они как раз таки и делают вот эту нестабильность. Поэтому дай Аллах, чтобы они все-таки осознали все, чем они занимаются, чтобы они стали на путь правильный, созидательный, чтобы они нашли общий язык с этой молодежью, чтобы во благо нашей республики, во благо нашей страны, чтобы у нас все было мирно, все было спокойно, чтобы люди жили в довольстве, чтобы люди все-таки какое-то приобрели доверие к этой власти, чтобы у нас все вернулось, как и было прежде. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир всем.